Врач с 30-летним стажем Каным Мамбетакунова возглавляет урологическое отделение Иссык-Кульской областной объединенной больницы. В 4 последних года она еще и руководит профсоюзом этого медучреждения. Врача порадовала новость о ближайшем повышении заработных плат. Мы видим, что с каждым годом при поддержке нашего президента Садыра Джапарова зарплата врачей увеличивается. Услышав новость об указе главы государства, мы все обрадовались. Каным Мамбетакунова лечит пациентов с серьезными заболеваниями почек. Каждую неделю она проводит 6 плановых операций, а также экстренные. Урологическое отделение, которое возглавляет врач, является единственным в области, поэтому заболевшие со всего региона едут за лечением сюда. Я поступила в больницу 28 числа. У меня сильно отекали ноги, я с трудом ходила. Сейчас уже восстановилась. За это хочу поблагодарить лечащего врача. Мы принимаем пациентов со всего региона, проводим как амбулаторные назначения, так и стационарное лечение. Врачи есть, но из-за невысокой зарплаты наблюдалась текучка кадров. Другие врачи, несмотря на это, остаются работать и выполнять свои обязанности. Я надеюсь, что с повышением зарплаты новые врачи придут к нам работать, а также на родину вернутся и те медики, которые уехали на заработки за рубеж. Предстоящее повышение зарплат обсуждают и молодые врачи. Айбек Осмонов работает в этой больнице доктором уже 4-й год. Он любит свою профессию и говорит, что повышение заработной платы на 50% – это показатель того, что государство поддерживает труд медработников. Социальная жизнь меняется, цены растут. Раньше зарплаты хватало только на базовые потребности. Что скрывать, мы очень рады повышению. Сейчас в Иссык-Кульской области не хватает молодых врачей. Сами медики считают, что повышение зарплаты, а также дополнительные надбавки для некоторых категорий медработников помогут исправить ситуацию. В целом по региону работают 635 врачей и 2172 медсестры. Мадина Низамова, Джакшылык Чортонов и Ният Эргешева, ЛТР, Иссык-Кульская область.